Чемодан — это раритет, это круто. Да, и он прибежал ко мне домой в Жодино. Миха, заканчивай. Вот не стыдно тебе? Вот не стыдно тебе? За что? Ну как думаешь, за что? Ну стыдно, вообще стыдно, да. Провинился. Есть такое, да? Да. Я вот видел, как ты, негодяй, взял и забил нам гол вот в первом круге. Какие эмоции ты на тот момент вообще испытывал? Я извиняюсь, я думал, ты спрашиваешь за то, что я выставил твой чемодан в Инстаграм. Не, мой Это мне стыдно, за гол нет. Мог предположить, что ты вот забьешь вот гол, да, играешь там за Днепр туда-сюда, и потом бац, ты переезжаешь в Минск. Ну, я, в принципе, и хотел сюда переехать. Я думал, как раз нужно забить, чтобы меня сюда взяли потом. Ясненько, хорошо. Твой брат известный киберспортсмен, это так? Да, это правда. А чем он занимается? Counter-Strike. То есть он хедшоты в контре валит? Да, и не только хедшот, он все делает, он капитан команды, придумывает тактики. Ну, один из лучших в своем деле. А на чемпионатах мира? Десятикратный чемпион мира. Вот недавно выиграл 2 недели назад в Польше чемпионат мира. Мейджор. Это самый серьезный турнир по этой версии. То есть, получается, твои родители могут гордиться только братом? Ну, пока мест, да. Ладно, не будем тебя дальше втаптывать в тень твоего брата. И давай поговорим про твоего друга, Мишу Калугина. Какого черта он вообще бегает от тебя? Позвал и сбежал. Не, ну у меня есть чуть другая информация, почему он ушел. Говорят, слухи как бы идут, что психологическое давление здесь оказывал ты на него, и он решил убежать. Не без этого, но убежал-то он ко мне домой в Жодино, понимаешь? Это не стыковка. Ну, он не знал, что ты там живешь. Он, когда узнал, что ты там живешь, он мне звонит, спрашивает: Бодя, может, мне обратно можно? Я говорю: нет, братан, тут уже на твоей позиции есть человек, так что извини. Слушай, вот Миша может встать рано утром в воскресенье и пойти на пробежку, а вот тебе такой квест вообще по силам? Ну это кто вам сказал? Я такого не слышал. Обычно он утром спит, он просыпается в 12 после Бадуна. Все это фальшивка, сделанная у Польши, да? Конечно, конечно. Миха, заканчивай. Хорош. По поводу заканчивай и закладывания. Ты играл в Харьковской пивной лиге. Что это такое? С чем это едят и чем запивают, скажи? Это все мы с Яриком были в одной команде. Это не Харьковская, а Луганская область. Мы там были около полугода. Ярика тоже туда надо записать, не отмажется. Вдвоем там были, играли полгода, транзитная команда. Приходишь, набираешь форму, ты никому не нужен, потом играешь с хорошими клубами, с дублерами, и они тебя замечают и зовут в команду. Так у меня и получилось. Я попал после этой пивной лиги, как ты говоришь, в Таврию, и там подписал уже первый свой профессиональный контракт. У меня сложилось чувство, что пивная лига, вообще это название отдал Ярик. Ну, может быть, да, на тот момент. Понятно. Ну вот скажи, судя по Инстаграму, да, я смотрю на тебя, вот кепка — это твой любимый аксессуар, наверное, да? Ну, нравится мне, да, головной убор, в принципе. Да, скажи, а вообще вот выбор кепки, как вообще правильно выбрать кепку, ну вот мне, да, колхознику из Жодина? Ну, я бы... Что ты колхозник? Ты Ну, у нас городской парень, минчанин, по-моему, не в Минске Нет, живешь. брехня. Живу в Жодино, и тут приезжаю так Жодино, наездами. что у нас не колхозный город? Колхоз нормально. Тот? Не, ну мой любимый колхоз. Так зачем тебе кепка? Тебе так хорошо с волосами. Спасибо, конечно, за эту наглую, жуткую лесть. Вот, но все-таки, как ты выбираешь для себя хорошо? Беру, меряю, смотрю, как мне нормально, ненормально. Спрашиваю у авторитетных людей, у кепочников, как хорошо сидит, нехорошо. Они отвечают: круто, покупаю. А у барсеточников? У барсеточников не спрашиваю, барсетки не ношу. Жаль. Мне в 13 лет на день рождения мой крестный отец подарил барсетку Hugo Boss. Она до сих пор лежит у меня в гараже, я ее не трогал. Ну, зато ты решил взять чемодан, да, у крокодила Гены. Кстати, тебе понравился мой чемодан? Чемодан — это раритет, это круто. Я же тебе говорю, на фарт надо его на все игры брать, и все будет четко, будем побеждать. Отлично. Договорились? Договорились. Бодя, у нас есть традиционный блиц, я тебе задам пару вопросов, и ты быстро на них отвечай. Не задумываясь, да, но лаконично, чтобы все понимали, о чем речь. Где лучше жить, Слуцк, Могилев или Минск? Минск. Почему? Здесь больше возможностей, большой город, просторный, есть куда сходить, отдохнуть, отвлечься от футбола. Это очень важно. Отлично. Андрей Шевченко или Богдан Шевченко? Андрей. Почему? Потому что такой человек существует.
Хорош. Макдональдс или Бургер Кинг? Макдональдс. Почему? Потому что это вкусная, сука, химия. Хорош. Нормально, все нормально. Так а что, Бургер Кинг не вкусная химия? Не пробовал. Так зайди, там отличный коктейль. Хорошо, попробуй.